Здравствуйте. Сегодня этносоциология, этнология стала очень интересной отраслью науки. Почему? Да потому что идем в школу, выбирать надо родной язык своему ребенку. Переписывать надо признать, вспомнить, какой мы национальности. Об этом мы поговорим. Знакомительная беседа состоится с доцентом Федерального университета Лилией Равильевной Низамовой. Она этносоциолог. Лилия Ханом. Недавно состоялась конференция «Позитивный опыт изучения и регулирования этносоциальных культурных процессов в регионах Российской Федерации». Звезды этносоциологии собрались. А вы вели одну из сессий по языковой политике. Для меня очень интересно, тем более вы вели вместе с знаменитым этнологом Губогло Михаилом Николаевичем. Скажите, пожалуйста, какой главный итог вашей конференции и готовы ли ученые помочь родителям выбирать родной язык своим детям? Да, действительно состоялась эта конференция, которая имела очень широкий географический охват, привлекла ученых из самых разных городов Российской Федерации. Таких конференций происходит немного. Тематика была очень разнообразной. Она охватывала и этносоциальное развитие села, и проблемы миграции. И среди затронутых вопросов в том числе была языковая политика и языковая ситуация в регионах нашей страны. Секция, в которой я сама выступала и которую возглавляла вместе с профессором Губогло, была небольшой по составу своих участников. В ней выступали наши коллеги из Кабардино-Балкарии, были доклады, посвященные Удмуртии, Республике Мордовия. Желающих было немного, видимо, потому что народ считает, что языковая политика — это такая неважная, какая-то третьестепенная, ненужная вещь. Так или нет? Конечно, или наоборот, конечно, не так. Сейчас редко бывают конференции в области изучения межкультурных отношений, где языковая тема не поднималась бы. Действительно, на этой сессии участников было не так много. Может быть, сказывается некоторая усталость темой, может быть, сказывается то, что политические решения в этой области важные, недавно приняты, и в Государственной Думе разрабатывается закон об изучении родных языков. Наверное, в такой ситуации ученым не всегда получается добавить что-то новое. По этой теме написано сами уже очень не много. знают, да, будут ли двуязычие, надо изучать национальные языки или не надо изучать. Ученые знают это или нет? Вопрос так не стоит, будет ли двуязычие. Безусловно, двуязычие, по крайней мере, у нас в Татарстане, в ряде регионах Российской Федерации, оно есть, и у него, безусловно, есть будущее. Наши социологические исследования показывают, что большинство татарстанцев связывают будущее именно с двуязычием, полагая, что не должно быть привилегий у какого-то одного языка. Сейчас кто это решает? Это решают прежде всего сами родители, это решают образовательные учреждения. Условия могут создаваться и органами государственной власти, и органами местного самоуправления. Мы знаем, что введены изменения в учебный процесс, появился учебный предмет «Родной язык», и по заявлению родителя он может изучаться, а русский язык, он обязательно присутствует в учебных планах. Татарстанцы хотят учить язык местного населения, все-таки 53% татар в Татарстане. Потом вот я двуязычный, вы, наверное, тоже двуязычный, правильно? Очень много двуязычных. Поддерживается вот наша линия с вами на два языка, чтобы мы и пользовались, и изучали несколько языков. И прежде всего языки главных народов республики по количеству. Правда ведь главные же? И татары, и русские. Да, татарский и русский язык являются государственными языками в регионе. Я думаю, что здесь очень многое зависит от решения самих родителей. Какие цифры и существуют вот насчет намерения изучать надо? Вот как татарстанцы раньше хотя бы или сегодня считают, надо изучать или все-таки ни в коем случае? Вообще мнение татарстанцев разнится, варьирует. Доля тех, кто считает, что обязательно нужно знать татарский язык в Татарстане, она не такая большая. Приблизительно треть населения полагает, что татарский язык нужно хотя бы понимать.
То есть в целом картина такая достаточно пестрая, поэтому высказываются разные мнения. Некоторые полагают, что татарский должен быть обязательный, поскольку он является таким же равноправным государственным языком. Другие полагают, что он должен быть, но только по добровольному выбору, если этого захотят родители. Третий считает, что татарский язык должен быть для, прежде всего, этнических татар, тех, для кого он является родным. Палитра мнений очень широкая, но тех, кто бы отрицал необходимость присутствия татарского языка в школе и его обучении, очень немного. Другое дело методики, другое дело объем часов, другое дело место в учебном плане, а также, скажем, соотношение русского и татарского языков, когда речь идет о подготовке к единому государственному экзамену. Вот эти вопросы имеют большое значение. Этнологи могут помочь учителям и государственным деятелям, и депутатам для принятия решения. Помогут ли грамотными рекомендациями, точными, честными замерами, помогут ли, будут ли еще форумы этнологов в Татарстане, будет ли у нас заниматься представитель науки, а не прокуратура только языками? Безусловно, это наша профессиональная задача. Мы исследовали среди других тем и языковое поведение, языковые установки, языковые ориентации татарстанцев. Такие исследования есть. Другое дело, что результаты, они представлены в статьях, в научных монографиях. Может быть, нужно политиков просить более активно использовать ту информацию, которую мы предлагаем в наших научных изданиях. Давайте тогда договоримся напоследок, что давайте мы еще соберемся, и мы пригласим Гульнару Габдрахмановну, которая возглавляет Гульнар Фатовну Габдрахманову в Институте истории. Гузель Макарова есть по этническому самосознанию. Есть у нас специалисты. Говорят, в следующем году вообще антропологи мира или России соберутся в Казани. Да, в Казани состоится летом 2019 года. У нас такие возможности есть. Можно Конгресс этнографов и антропологов эту России. тему можем не оставлять каким-то крикунам или каким-то одиозным радикальным элементом, а по науке, вместе с такими интересными специалистами, как Лилия Равильевна Низамова. Будем это обсуждать. Сначала по 2 человека, а потом соберемся за круглым за этим столом, за большим, и поспорим. Готовьте ваши вопросы. Как будем выбирать родной язык и национальность, когда придет перепись?